Добрый вечер. 16 июня, четверг, 840-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в аннексированный Крым. По сообщению агентства ТАСС, министр заслушал доклады о строительстве военной инфраструктуры. Кроме того, он посетил Севастополь, где наградил отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота России. На сайте Минобороны России нет никакой информации о поездке Сергея Шойгу на оккупированный полуостров. Донецкие оккупанты стреляют по мирному населению. За последние сутки пророссийские бандформирования 41 раз открывали огонь по позициям сил АТО и мирному населению. Пострадал весь подъезд. Первый, второй, третий этаж записали о них прямое попадание. Четвертый и пятый остается без ничего. Куда нам обращаться? Как нам быть? Вот, скажите. Это не первый, да, прилет сюда по зданию? Это уже третий у нас снаряд здесь срывается. В 2014 году, в 2015, вот это вот сегодня. Если разбили, так все. Никто ж не поможет. Никакая. Сука. Что первый раз побили, что второй раз побили. Это был грохот, это было страх, это, вам передать мы не можем. Это было просто очень страшно. Ты просто не знаешь, куда уходить. Выходим с квартиры, просто бежим. Куда бежим, не знаю. У нас пострадала со второго этажа Лена Доценко, Доцик Елена. Пострадала, у нее осколочное ранение в ногу. Защита обвиняемых по делу Хизбут Тахрир будет строиться на правде. Адвокаты попытаются убедить суд в бездоказательности обвинений. Однако на справедливость российской Фемиды не рассчитывают. В интервью общественному телевидению Эмиль Курбединов рассказал, на чем строится доказательная база защиты, о давлении на семьи подсудимых и в каких условиях содержатся крымские заключенные. У них есть доказательственная база в виде свидетелей, которые отказываются на данный момент от своих показаний. И есть определенные экспертизы. Но экспертизы лишь по материалам или литературе, которые тоже очень сомнительные, эти экспертизы. Вот. И все. Больше ничего нету. И остальное это все эмоции и риторика. Я заявляю, что оно просто разваливается на глазах. Я не знаю, как суд будет принимать решение. То есть вот у Руслана, например, если там 10 коек, их там 20 человек. То есть одна койка на 2 человека. И как они получили? Да. По Да, по 2-3 часа там они спят. В первый день были у них жалобы. Они сказали, что их водят как смертников. То есть в полусогнутом таком этом. Там, сейчас я видел, да, руки кверху, сейчас я видел, им просто так заводят руку, хоть, прямо их ходят. То есть первый день они об этом заявили, они сказали, высказали такое возмущение по этому поводу, что у нас действительно, мы с Эдемом как раз в этой гостинице были, тут все перекрыли, и их привезли на первый суд на броневиках вообще. Они, конечно, в шоке были. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров провел встречу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Обсудили широкий круг вопросов, связанных с агрессией России против Украины, оккупацией и незаконной аннексией Крыма, написал Чубаров на своей странице в Facebook. Напомним, 27 мая 2016 года Андерс Фог Расмуссен стал советником президента Петра Порошенко. Едва получив новую должность, он заявил, что возвращение Крыма не должно быть неотложным приоритетом Украины. Но такую позицию бывшего генсека раскритиковали представители украинского гражданского общества. Дипломатия или оружие. Большинство украинцев думают, что вернуть Крым можно только с помощью санкций со стороны международного сообщества. Однако тех, кто уверен, что без оружия не обойтись, не меньше. Мнение киевлян о будущем Крыма собрал наш корреспондент Исмаил Газиев. Как вы считаете, каким способом можно вернуть Крым? Складне запитання. Я думаю, що окрім багатьох дипломатичних шляхів, там, народних повстань і всяких інших, військовий варіант я також не виключаю. Военным вряд ли получится. Но надо, чтобы мировое сообщество приложило к этому максимум усилий. Сейчас они недостаточны. Надо более активно давить на Россию. Тогда, может быть, что-то и произойдет. И Украина должна более активно работать в этом направлении. Процветающая Украина станет привлекательной для всех нормальных людей. И мне кажется, это самый реальный, хотя не самый, то есть, скажем так, это единственный реальный, хотя не самый быстрый способ. Только силой. Звичайно, мирно. Я не вижу способов пока это сделать. Війни, звісно, не хочеться, але треба якось пожорстче з ними. Бачите, що вони там роблять. Повиганяли всіх, так і треба, щоб ми там виганяти жорстко. Бо так можуть і в Київ прийти і забратися.
улучшение жизни в Украине на материковой части и, естественно, давление мирового сообщества, которое должно не послаблять, а наоборот усиливать это давление на Россию. И мы все ждем ее развала. Крым — это в первую очередь, это не только территория, но это еще и люди. И вернуть нужно в первую очередь людей. Как вернуть людей? Общаться. Только силовым. А он вам нужен? Мне нет. Кримський народ повинен сам захотіти вернутися. Другого способу не буде. Просто не буде. Ну и нашему правительству надо на это усилие. Вы понимаете, правильные решения, правильные законы. Это все-таки работа на международном политическом фронте, где надо создавать такую политику, которая бы все европейское сообщество, мировое сообщество объединилось и каким-то образом влияло на Россию. Мне кажется, тут кроме какой-то открытой конфронтации, конфликта, нет способа какого-то. То есть только военный конфликт и все. Больше вариантов нет. Если честно, объективных причин для того, чтобы он вернулся, я не вижу, хотя и очень хочется. Лучше всего миром, конечно. Надо договариваться. Лучше без войны. Но Крым должен быть украинским. Кроме дипломатического пути, мне бы хотелось, чтобы коренное население Крыма, по возможности, я не знаю, какая там ситуация, проявляло тоже инициативу в том направлении, чтобы вернуться в состав Украины. Тільки через, видно, через розвал Російської імперії. А коли він стане, пророкують, що невдовзі, але і большевикам казали, ось крах настане, а вони 100 років протримались майже. Коли ця зараза на тілі людства рухне, невідомо. Співчуваю кримсько-татарському народу. Все, що можу сказати. Отдых в оккупированном Крыму неоправданно дорогой. Россияне пока не спешат массово ехать на полуостров, хотя Турция для них закрыта. Украинских туристов почти нет. Те, кто приехал в этом году, утверждают, при Украине было лучше. Цены очень большие, естественно, непомерно большие. Ценники намного выше, чем, наверное, в Питере и в Москве, потому что все эти товары завозятся уже не с Украины, а с России. Плюс транспортные расходы, плюс местная наценка, потому что сезон всего лишь 100 дней. Конечно, ценник здесь несоразмерно большой. Я родилась и выросла в России, да, я вообще вся из России. Но мне больше нравилось при Украине. Правда, весь Крым больше нравился. Я в Севастополь в этот раз съездила. Я 2 года не ездила сюда. А это я приехала и в Севастополь съездила, и в Алушт, и в Ливадию, везде. Мне больше нравилось при Украине. Хотя я говорю, я из России, я родилась и выросла все. Но это не только я. Вот тут вот 80%. Представляете, Ялту жалко. И, честно сказать, я даже не знаю, теперь в Ялту приеду я или нет. Или что-то, не очень. Война с предпринимателями в оккупированном Крыму продолжается. На очереди снос торговых рядов на рынке в Керчи. Административное здание рынка опечатано Следственным комитетом России. Причину предприниматели не знают. В российской администрации города снос рынка аргументируют нарушениями в документации и необходимостью расширения проходов между торговыми точками. У каждого это продавца свои покупатели, своя клиентура. Конечно, жалко будет, если рынка не будет. Очень жалко. Нам никто ничего не предупреждал, мы вообще не в курсе дела. Мы платим налоги, стоим законопослушные граждане. Женщины, которые, за спинами которых семьи, детки маленькие. Вот, каждый хочет работать. И рынок «Дружба» у нас хороший рынок, наши клиенты, все довольны. У нас здесь нормальные цены. Вот. И у нас всегда была с администрацией, везде было все хорошо, ничего такого не было. Мы тут все как дружная семья. Обидно, что если рынок закроют, и мы останемся без работы. Куда нам идти? Очень хочется, чтобы пришел нормальный, хороший хозяин сюда. Посмотрите на наши дороги, на условия, в которых мы работаем. Это ж вообще... У нас только берут. Берут вот за все, за места, там, за что. А отдачи вообще никакой. Керчь затопило после ливня. Дренажные и водоотводные каналы забиты мусором, поэтому каждый раз после обильных осадков городские дороги превращаются в реки. Вода на улице Кирова покрыла бордюры, в некоторых местах поднялась на уровень автомобильных фар. Из-за непогоды многие автовладельцы вынуждены были оставить свои авто на обочине, пока вода не сойдет.
На части улицы Жигалиной в оккупированном Симферополе положили первый слой асфальта, но он продержался меньше месяца. Прошло несколько месяцев с момента, когда оккупационные власти города решили снять старую мостовую, а вместо нее положить асфальт. Сейчас на обочине горы брусчатки, а дороги так и нет. Жители возмущены, жалуются, что ремонт должен был прекратиться до июля, а работы даже не начинали. Я так понимаю, она 70 лет лежала, еще бы столько же пролежала. Положишь асфальт, через год его не будет просто здесь. Без комментариев лучше. Да гораздо лучше было. Брусчатка все-таки дольше выдержала бы. Вон уже в начале дороги сделали, и что, яма через 2 недели как открыли. Но это не дорога. Лучше бы не делали. В Симферополе плохо делаются дороги. По-хорошему, конечно, закончить это безобразие, потому что ну как это так? Город вообще разгружать надо, а так что получается? Все по кругу ездят. Не дело. Надо делать. Полный ужас. Нормально ничего не было и не будет. Только хуже все творят и все. Отлично. Хуже не бывает. В Бахчисарае открылся крымско-татарский детский центр «Эбабиль» «Горная ласточка». В нем действует несколько кружков, где занимаются дети разных возрастов. Как рассказала руководительница центра имени Усманова, для детей от 3 до 6 лет создали кружок, где дети смогут запоминать и усваивать в игровой форме крымско-татарские песни, стихи, сказки и символы. Для детей, не владеющих или плохо владеющих родным языком, открыт отдельный курс. Переселенцы из Крыма и Донбасса имеют право голосовать на всех выборах в Украине и баллотироваться в советы всех уровней. Об этом шла речь на круглом столе в Киеве с участием самих переселенцев, международных экспертов, политиков и представителей Кабмина. Выбирать и избираться – неотъемлемое право гражданина, уверены участники встречи. Но вот их прогнозы на реализацию этого права неутешительны. За 2 года войны на Донбассе и аннексии Крыма в Украине прошли президентские, парламентские и местные выборы. Крымчане и жители Донбасса смогли выбрать главу государства. Поучаствовать в остальных выборах удалось единицам. Один из них – переселенец из Евпатории Яков Витюк. Он отстоял свое право в апелляционном суде. Эта коллегия судей сочла возможным приравнять регистрацию в справке переселенца, где есть регистрация о моем месте временного проживания, к регистрации в паспорте. То есть приравнять. Этот же суд только спустя 2 часа и с другим составом судей в этом праве отказал жене Якова, Жанне Зиновьевой. Суд длился, не больше 15 минут. То есть мы пришли, заявили о своих правах, передали все. Нас попросили выйти тут же на решение суда. И через 5 минут нам уже распечатанный вариант решения суда передали. Это говорит только о том, что это было заранее подготовлено, что судебный процесс велся с нарушениями процессуальными. И в решении суда мне было предписано, что я должна осуществлять свои избирательные права по месту прописки, то есть в Крыму. На том участке, где голосовал Яков, было 2 тура. Когда он пришел 2-й раз, то не нашел себя в списках для голосования. Избирательная комиссия на данном участке избирательном сочла, что решение суда относится только к 1-му туру. Ко 2-му туру оно никак не относится, поэтому сказали, извините, ничего не знаем, до свидания. По мнению независимого консультанта по выборам Ханны Робертс, без права голоса переселенцев у Украины нет будущего в Європі. І крім того, це свідчить про те, що порушується рівність у цьому виборчому питанні, а це вже становить проблему для тих зобов'язань, які для себе взяла Україна. І крім того, це викликає таку загрозу маргіналізації. О поддержке переселенцев говорят и парламентарии, и чиновники. Мають бути зміни до законодавства, які будуть стабільними, які не будуть мінятися за кілька місяців до виборів. Я хочу нагадати, що останній закон про місцеві вибори було прийнято за 4 місяці до дати місцевих виборів. Уряд нарешті почне керуватися не просто здоровим глуздом, а стратегічним баченням з точки зору розуміння, що внутрішньо переміщені особи – це громадяни України. Для вирішення цих питань потрібно буде вносити зміни до чинного законодавства. На жаль, розуміючи те, яким чином
працює наш парламент, я не очікую якихось реальних швидких змін. В парламент дважды вносили законопроекты, которые позволили бы переселенцам голосовать на местных выборах, но ни один из проектов не прошел профильный комитет и не попал в сессионную повестку. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Отныне каждая третья песня в украинском эфире будет на государственном языке. Парламент проголосовал за внесение изменений в закон о телевидении и радиовещании. По новым нормам не менее 35% от суточного эфира должны составлять украиноязычные песни. За проголосовало 268 депутатов. В українському радіоефірі кожна третя пісня буде українською мовою. Ми дійшли згоди про те, що не менше 60% в українському радіоефірі буде української мови. І всі ці ток-шоу, які там ведуться, ранкові і таке інше, будуть української мови. Ми дійшли згоди про те, що це буде вимірюватися двічі блоками по 7 годин. Ця квота має дотримуватися саме в день. Що українська пісня не буде затиснута в ніч або в ті години, коли ніхто не слухає радіо. Фактично, це закон, який дає можливість сьогодні нам запустити не просто мову в радіоефір. Колеги, послухайте, ми з вами можемо запустити цілий пласт української культури. Цілий пласт української культури, коли пісні будуть замовлятися українським композиторам, українським поетам, коли їх будуть записувати українські виконавці на українських студіях. Давайте почнемо формувати українську культуру з цього закону. Дякую. – 268 за. Закон прийнятий. Вітаю. Вітаю наших друзів, які біля Верховної Ради нас підтримують. Вітаю всіх депутатів. Это все новости на этот час. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.